Расскажете, как все происходило? Ага. Здравствуйте всем. Меня зовут Малика. Я мама 3 детей. Сейчас мама я в декрете. В прошлом году в январе я родила дочку. Когда нам пришел месяц, нужно было плановый осмотр проходить, нам выявили ДМВП, то есть это отсутствие межсердечной перегородки. Когда мы пошли уже к врачам, нам сказали, что в принципе это не страшно, если у вас ребенок начнет вес набирать. В течение полугода мой ребенок вес не набирал. После 8 месяцев она у меня стала ночью задыхаться. Я ходила ко всем врачам, я обращалась куда могла. И народными средствами пробовала, все подряд. Потом, когда я уже пришла к последнему кардиологу, он мне сказал: у вас одна часть сердца, она расширена, поэтому у вас ребенок задыхается. У меня бывали ночи, когда я молилась, чтобы она дожила до утра. И просто случайно я услышала, когда моей дочери старший преподаватель по танцам, она сказала: в этом нет ничего страшного, попробуйте просто кальций тианши. И я столько думала: нет, я не буду. Ничего, как обычно мы говорим, да, это китайская фигня, я не буду ее пробовать. А вдруг она моему ребенку навредит? И в конце, когда уже нам исполнился год, и у нас не было динамики, врач мне сказал: извините, если до 2 лет ваш ребенок не дотянет, мы ничего сделать не сможем. Я пришла к этой женщине и говорю: пожалуйста, сколько нужно кальция пропить? Я пропью. Надо будет, я сама его буду пить и через молоко передавать. Пусть главное, чтобы мой ребенок поправился. Она мне его принесла. И честно, у меня не было денег его купить. Она мне просто сказала: возьми так, я тебе так дам. Не нужны мне твои деньги, ничего. Если это поможет твоему ребенку, пусть это будет хорошо. Я пришла, и я стала давать этот кальций. 20 дней я его давала. Потом я заняла деньги на врача, мы пошли, сделали УЗИ. УЗИ стоило 10 000 тенге. Мы пошли, его сделали. И когда мне врач сказал: поздравляю, у вас появилась динамика, ваша перегородка, она стала зарастать. И тогда я поверила в то, что я смогла помочь своему ребенку. И спустя 2 недели случилось так, что моя тетя сломала позвоночник. Я ей сказала: не надо ничего, не надо никак к врачам, не ходите к врачам, пейте просто вот эту продукцию. И врачи ее сказали, я когда позвонила ее снохе, она говорит: нам сказали, что мама ходить не сможет, мама будет лежать, мама будет в инвалидном кресле. И я тогда, просто меня этот человек вырастил, когда нас бросил отец. Мне было тяжелое детство. И когда я сказала: почему, как, не может быть, чтобы моя тетя, которая вложила в меня свою душу, воспитание, она не сможет ходить. И тогда я просто предложила ее сыну, сказала: давайте мы попробуем. Если это не поможет, мы будем искать другой выход. И вот сегодня она стоит перед вами. Здравствуйте. С чего начать? Я прям волнуюсь. У меня в январе была операция, перелом позвоночника, я упала неудачно. Компрессионный перелом был, врачи поставили диагноз 50/50, что навряд ли я смогу ходить. Они сделали все возможное, как они сказали. Я пропила их лекарства, столько я получила уколов, столько я систем получила, но мне было плохо. Мне каждая косточка болела, ныла, я ни спать, ни сидеть, ни стоять не могла. Они мне сказали: постоите, кушать будете стоя, спать будете, может быть, полулежа. У меня ничего этого не получалось.
у меня сил даже в ногах не было, я падала сильно. Меня должны были держать, у меня были ограничения в движениях. Потом вот племянница моя, она мне говорит, давайте попробуем. Я действительно сомневалась. Во-первых, это было для меня очень дорого, у меня операция была очень дорогая. Потом реабилитационный центр, вот это все было дорого, эти гимнастики. Ну, с каждой гимнастикой было мне все сложнее и сложнее, мне было очень больно. Были простые гимнастики, обычные, вот то, что мы даже не замечаем, могли бы в течение дня 100 раз на меня сделать раньше до операции, но после операции мне это очень тяжело давалось. Я плакала, у меня истерики были, мне было невыносимо больно. Ну, я потом решилась, раз уж мне так все, что они мне говорили, врачи не помогла, я решилась. И вот я купила, как она мне посоветовала, продукцию Тяньши. Биоцинк, антилипидный чай, кальций, детский, взрослый. И вы знаете, вот я очень удивилась, и я неделю пила. Вот после недели буквально у меня все переменилось. У меня прекратились боли, вот самые страшные боли у меня прекратились. Я могла спокойно встать и чай попить. И уже меня вот так вот не держали, как раньше, с двух сторон вот так вот. Я не шаталась. Я стояла на ногах. Это было это было что-то. Я думала, я никогда не встану на ноги. Это были такие моменты. Я когда первый раз встала на ноги, я так заплакала. Это было что-то. Мне говорят, ты что плачешь, ты же стоишь. Я говорю, это слезы счастья. Это действительно слезы счастья. Я не могла стоять. Спасибо всем, кто работает с этой продукцией, кто доносит до нас эту продукцию. Низкий вам человеческий поклон. Өзімді таныстырып өтсем, Окасова Алтын, мен 4 баланың анасымын. 4-ші балам менің 6 айлығынан бастап бізде больницада ДЦП деген диагноз қойылды. Өйткені 6 айда балам уже отыра алмайды, басын көтере алмайды, өзін бүйтіп сүйесем де тұра алмайды бала, аяғын баса алмайды. Содан баламды 1 жасқа дейін врачтар емдеді. Әрине D3 енді медиктардың өзінің нелерімен қолдандық. 1 жаста уже инвалидностьқа оформить етті баламды. Соныменен балам 4 жасқа дейін жүрмеді, тек қана отырды. Бала белін ұстай бастады. Одан кейін магазинге барған кезде енді бір Алланың да несі шығар, өзім бір кісіні кездестірдім, аты Динара. Сол мен баламды көтеріп келген кезде көйлекте маған айтады, сен баланы не көтеріп алыпсың ғой, үлкен баланы дейді. Содан мен айтамын, жоқ, балам аяғын баспаушы еді, жүре алмаушы еді деп сөйлеп едім. Ол ойланып бүйтіп қарады да, мен саған өстіп біріне айтайын ба деп сөйледім. Осы Тяньшиға барып көршісің, Тяньшидің продукциясын қолданып көрші осы балаға деп сөйледім. Осы 2018 жылы ноябрьдің 20-сында мені 147-ші офис Тяньшидің компаниясының офисына барды, таныстырды. Енді мен жарайды берсем беріп көрейін, бірақ мен балама қандай нәрсе берем, соны білейін деп мен ойладым. Тяньши деген Қытайдың нәрсесі, және мына кісі айтпақшы, әрине балама не берем деп күдіктенем ғой, өзі балам мүгедек болып тұрғаннан кейін. Содан кейін келемін, офиста керемет адамдармен танысамын. Мысалы Нұрсұлу Мұхамедовна, Балжан апай, мысалы сол кісілер соны маған түсіндіре бастайды. Сен егер балаңа осындай кальцийлар берсең, балаң қалпына келуі мүмкін. Сен тек қана мақсат қой, сол мақсатыңа жет дейді. Ойланамын, әрине. Содан мен кальций аламын, мозговой кальций аламын, содан кейін общий кальций детский аламын да. Декабрьдің 1-нен бастап балама бере бастаймын. 1 ай үзбеймін. Детский кальций, мозговой кальцийдан басында 10 күн бір уақыттан беріп отырдым. Общий кальцийді күнде кешкісін беріп отырдым. Одан кейін 10 күннен кейін уже мозговой кальцийдан 2 штуктан қостым. Сонымен балама күнделікті үзбей беріп отырдым. 1
ай январдың 2-ші жұмасында баламды қарасам, уже балам талпынған алдыға. Бүйтіп қарасам, уже жүруге талпына бастады. Сонымен мен үзбей балама беріп отырдым. Қазір мен жақсы нәтижеге жеттім. Ана бақты дейді, өстіп жарқырап тұрған осы Тяньши компаниясының продукциясы және миға бақыт беріп отырған осы кісілерге алғысым шексіз. Қазір балам 4 жас 5 ай беріп отыр балама. Баламды қазір садикке орналастырдым. Балама қазір ДЦП гипертонический деп қойылды. Міне балам қазір өзіне жүріп жүр. Осы Тяньшиде осындай жетістікке жеттім. Алғысым шексіз. Сіздерге мысалы, сіздер де отырсыздар ғой осы Тяньшидан бір үмітпен келіп отырған шығарсыздар. Үмітті мен ақтайды деп ойлаймын. Мен көзім жетті өзім. Қазақи жалпақ сөзбен айтқанда. Тяньши жасай берсін. Сіздерге көп рахмет. Подарки от